Здравствуйте, друзья! Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, а что если все бросить и уехать жить в Европу? Красивые города, старинные улицы, уютная атмосфера, высокие зарплаты, социальная защита, уверенность в завтрашнем дне, в конце концов. Кажется, вот она, новая, почти идеальная жизнь. Но в реальности все далеко не так гладко. Вместо беззаботной свободы новички часто сталкиваются с бюрократией, культурным шоком, непредвиденными расходами и одиночеством. Причем это происходит не потому, что Европа плохая, а потому что многие совершают одни и те же ошибки. Я тоже через это проходил, и именно поэтому хочу рассказать о самых частых ошибках, которые совершают переезжающие, а также дам вам советы из личного опыта, как действовать в той или иной ситуации. Если вы заранее будете знать о подводных камнях, адаптация пройдет намного мягче, а шансов построить ту самую новую жизнь станет гораздо больше. Так что устраивайтесь поудобнее, даже рекомендую взять блокнотик с ручкой, чтобы отметить важные тезисы для себя. А если вам вообще интересна тематика иммиграции в ЕС, подпишитесь на канал и поддержите видео лайком. Для вас это секунда дела, а для меня огромный стимул продолжать работу в данном направлении. Ошибка номер один – романтизация Европы. Многие уезжают с мыслью, там все идеально. Но Европа – это не открытка из Инстаграма. За красивыми мостовыми и уютными площадями стоят свои сложности. Налоги выше, чем во многих странах бывшего СНГ. Медицина дороже и сложнее, особенно без страховки. Правила жестче, и за их нарушение легко получить штраф. А аренда жилья иногда съедает половину зарплаты. Например, Париж на картинках выглядит как сказка, но человек, который приезжает туда жить, сталкивается с тем, что аренда крохотной студии может стоить около, да даже больше 1000 евро, а жизнь в пригороде – это изнурительные поездки на работу. Изучайте повседневную жизнь страны, в которую вы собираетесь переехать, а не только ее туристические маршруты. Ошибка номер два – недооценка языка. Да ладно, все же знают английский, думают новички. И я так тоже думаю. Но реальность быстро ставит все на свои места. Английский может помочь в аэропорту или каком-нибудь туристическом центре. Но вот записаться к врачу, заполнить официальные документы, разобраться в налоговой системе, да банально просто поговорить с соседями о бытовых мелочах. Все это требует местного языка. Без него вы рискуете остаться в изоляции, завязанной только на русскоязычном или украиноязычном круге. Начинайте учить язык заранее, пусть даже на уровне «как пройти к аптеке», но это сильно упростит адаптацию. Ошибка номер три. Нет финансовой подушки. Самая болезненная тема – первые месяцы в Европе бьют по кошельку сильнее всего. Залоги за жилье, депозиты, страховки, купить мебель, транспортные расходы, привези-отвези, суммы выходят огромные. А работа же находится далеко не сразу, даже если у вас хороший опыт. У многих через пару месяцев просто банально заканчиваются деньги и начинается конкретный стресс. Мой вам совет: имейте запас хотя бы на полгода жизни без дохода. А если получается, лучше даже на год. Это даст вам возможность спокойно искать нормальную работу без какой-либо паники. Ошибка номер 4 – недооценка бюрократии. Документы в Европе – это вообще отдельная вселенная. Каждая бумажка должна быть оформлена идеально безупречно. Ошибка в дате или подписи может стоить вам визы, пособия или разрешения на работу. Например, в Германии многие тратят целые недели на запись в Ausländerbehörde. Это так называемая иммиграционная служба. А если пропустить срок, значит получить штраф или даже риск депортации.
Проверяйте информацию только на официальных сайтах. Консультируйтесь с местными юристами, ведите календарь сроков и так далее. Будьте проинформированы. Ошибка номер 5. Поспешный выбор жилья. Приехав, многие хватают первую попавшуюся квартиру, потом оказывается, что соседи шумят до ночи, транспорт в центр занимает час езды, а магазины далеко. Снимайте временное жилье. Это мой вам совет на 1-2 месяца. И уже на месте изучайте районы, ближайший или этот район, и потом уже определяйтесь с постоянным жильем. Ошибка номер 4. Замыкание в русскоязычном пузыре. Очень комфортно общаться только со своими, но есть риск остаться вечным гостем в новой стране. Люди годами живут в Европе, но так и не чувствуют ее своей. Общайтесь и с соотечественниками, и с местными. Баланс — это и есть ключ к интеграции. Ошибка номер 7. Игнорирование культурных различий. То, что у нас нормально, в Европе может восприниматься достаточно грубо. Опоздание, громкие разговоры в транспорте, привычка обсуждать политику или личные вопросы. Все это может оттолкнуть. Наблюдайте за местными, перенимайте их привычки, повадки, только полезные. Это очень сильно упростит жизнь. Ошибка номер 8. Сравнение с родиной. Фразы «а вот у нас было лучше» или «у нас все быстрее делается» вызывает раздражение у местных и мешает вам самим принять новую реальность. Вы начинаете жить прошлым, вместо того, чтобы строить будущее. Принимайте страну такой, какая она есть. Буквально у любой страны есть свои плюсы и минусы. Ошибка номер 9. Желание быстрых результатов. Новые друзья, хорошая работа, уютная жизнь. Все это приходит не за 1 месяц и даже не за полгода. Переезд – это марафон, а не спринт. Настройтесь на длительный процесс адаптации, это очень важно. Ошибка номер 10. Неправильный выбор страны или города. Красота на картинках не всегда равна удобству для жизни. Париж, Рим, Барселона – прекрасные города. Но для повседневной жизни они могут оказаться слишком дорогими, шумными и перегруженными. Выбирайте страну или город под ваши цели, под вашу карьеру, образование, чтобы с семьей было жить комфортно. Ошибка номер 11. Отсутствие плана «Б». А если диплом не признается или рынок перенасыщен? Если работу не удается найти? Многие просто банально оказываются в тупике. Имейте запасные варианты. Дополнительные какие-нибудь навыки, смежные профессии, удаленную работу, не знаю. Ищите варианты. Ошибка номер 12. Экономия на страховке. Медицина в Европе очень дорогая. Один только визит к врачу без страховки может обойтись в 1000 евро. Мой вам совет: никогда не экономьте на страховке. Это защита ваша, а не лишняя трата. Ошибка номер 13. Завышенные ожидания от себя. Люди требуют от себя мгновенной адаптации. Когда не получается, появляется чувство какой-нибудь там вины перед собой, стресс, апатия. Дайте себе время. Ошибки, они неизбежны, и это нормально. Ошибка номер 14. Незнание льгот и возможностей. Многие не знают, что государство и местные власти предлагают бесплатные курсы языка, пособия, субсидии. В итоге переплачивают и упускают свои шансы. Изучайте официальные программы. Не стесняйтесь спрашивать у местных или у людей, которые уже достаточно долгое время живут в той стране, куда вы приехали. Ошибка номер 15. Жизнь как в отпуске. Многие продолжают тратить как туристы. Рестораны, поездки, каждые выходные покупки на эмоциях. В итоге деньги улетают быстрее, чем зарабатываются. Если это, конечно, необходимо, стройте бюджет по-местному. Учитесь экономить там, где экономят сами европейцы.
Переезд в Европу – это не сказка и не какая-нибудь страшилка. Это серьезный жизненный проект, который требует подготовки, терпения и гибкости от вас. Ошибки совершают абсолютно все, но если вы будете готовы к трудностям, они не сломают вас, а лишь сделают сильнее. Запомните, смотрите на жизнь без розовых очков, готовьте финансы и учите язык, уважайте чужую культуру и дайте себе время на адаптацию. Европа не станет вашим домом в один день. Но шаг за шагом, избегая этих ошибок, вы сможете построить ту самую жизнь, ради которой вы решились или решаетесь на переезд. Если вам интересна тематика европейской жизни, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы вообще думаете о переезде. А если вы уже решились и определяетесь, например, со страной, где вам будет лучше адаптироваться и устроить свою новую жизнь, посмотрите мой разбор топ-10 стран ЕС для иммиграции. Ссылка традиционно будет где-то вот здесь и в описании. Спасибо за просмотр. Свидимок малу. Пока.